Всем привет, с вами я. Сегодня я решила для вас снять видео, которое называется «Что такое Snapchat?», как им пользоваться, чем вообще он интересный. Если правду говоря, я начала пользоваться буквально недавно, когда моя подруга Лина приехала ко мне на свадьбу, начала все снимать, говоря «Snapchat, Snapchat». Думала, о, что он делает? Потом, что просто увидеть ее видео со свадьбы, да и просто стало интересно, потому что она была в интересе. Я тоже скачала и тоже начала пользоваться. Правда, у меня были много вопросов, как брать фильтры, как ставить, получается, как правильно ставить эти буквы, как нужно писать, откуда это брать. Наверняка такие вопросы мучают. Решила вам это показать и показать еще некоторые секреты. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. И давайте начнем. Открываю свой Snapchat, вы как всегда увидите камеру. Давайте начнем отсюда. Как вы знаете, здесь у вас история, твои посты за 24 часа. Вы должны знать, что через 24 часа оно исчезнет. В том-то и интересный момент Snapchat, что ты можешь посмотреть, что реально действительно происходит на данный момент, по крайней мере, за 24 часа. Например, открываем My Story. Это мои посты за 24 часа. Когда тыкаешь, она пропускает. Так вот, ребята. И как вы можете редактировать ваши посты? Открываешь, примерно ты можешь отсюда удалить и примерно знать, сколько людей тебя посмотрело. Вот здесь, если посмотреть каждый пост по одному, откроем так, можешь посмотреть так. Здесь количество людей, сколько людей тебя посмотрело. А эта кнопочка, если вам всегда было интересно, что это такое, это как раз таки, если у вас здесь появится номерочек, это количество людей, которые сделали скриншот с твоей фотографии, либо же с твоего видео. И там, если откроешь это, там покажешь, кто именно сделал скриншот. Вот в этом-то интересный момент Snapchat. Идем дальше. Что такое Discover? Discover — это все новости, это как, можно сказать, телевизор у тебя тут. Получается, все журналы, CNN, People, как бы все о еде, о новостях, что происходит. Vice, например, очень хороший ресурс главных новостей, что происходит на данный момент. Давайте, например, откроем Food, да? Check it off. Если хочешь узнать рецепт, ты можешь открыть вот так и узнать, как это делается. Прямо здесь все фотографии, что круто. Вот, и идем дальше, например. Хочешь узнать рецепт этого, или же 10 superfoods you can afford. И листаешь дальше и читаешь по них. Мне нравится именно эта рубрика. Либо же открываем, скажем... Или, например, если открыть Comedy. Это как Comedy Club, только в Америке. И получается, можешь листать дальше и посмотреть реальное видео в этот момент. Как бы смешное видео с Comedy Club американского. Вот. И как вы знаете, это рубрика Live. Это Live, что происходит на данный момент во всем мире. Здесь стоит у меня Анкара. Если открыть Анкару, появится видео тех людей, которые снимают в Анкаре. Откроем, например. Анкара Live. Получается прямая трансляция с Анкары. Листаем дальше. Что мне нравится, такое чувство, что ты тоже там находишься и видишь глазами жителей, кто живет в Анкаре. Окей, спускаем. Что сейчас происходит? Gold Cup Finals. Открыть здесь, и тут появятся все видео людей, которые находятся в этой игре. Спускаем, закрываем. И Recent Updates — это видео тех людей, за которыми я слежу. Я, например, люблю смотреть Кайла Дженнер, конечно. Вот она снимает себя видео. Что прикольно, она снимает папарацци. Папарацци ее. И возвращаемся, например, к моей камере. Если у вас возникал вопрос, как сделать фильтры. Фильтры нужно сделать так. В первую очередь, заходите в настройки. Обязательно включите фильтры у нас в менеджерах. И вот тогда у вас появятся фильтры. Скажем, сфотали вот так. Когда листаешь, уже появились твои фильтры. И стикеры идут. Стикеры — это если ты едешь, видео снимаешь, там появляется сколько
какой скоростью едешь, и появится скорость. Это прогноз погоды, время и стикер Pensacola. Стикер появится зависит от того, где ты живешь. Я живу в Пенсаколе, у меня стикер пенсаколовский. Если вы живете в Нью-Йорке, у вас появится Нью-Йорк и еще другие стикеры. Либо же Нью-Йорк Лайв. Вот, еще бывают иногда такие стикеры прикольные, зависит от праздников. Например, у меня на Курманайт появился Курманайт, такие луна, там что-то такое. Ты мог поставить и типа тоже сделать пост. Скажем, я хочу сделать этот пост черно-белым. И вы, как вы знаете, это ты можешь написать текст. Напишем hello. Ты можешь вот эту двигать. Если хочешь сделать побольше, опять же нажимаешь T. Появится у тебя другой образ этого hello. Скажем hello. Если хочешь поменять цвет этого hello, ты нажимаешь на нее и меняешь этот цвет. Хочешь белый обратно, ты должен вот так двигать и спустить вот сюда. Вот. Окей, done. Вот. А еще я люблю делать, например, включить вот эту, выбрать цвет, скажем, желтый, и сделать так. Мне нравится вот так делать. Я видела у Song of Style такое. Скажем так, можешь примерно сделать. Вот. А еще мне нравится к тексту можешь добавить эмоджи. Какой-нибудь прикольный эмоджи, если выбрать, скажем, вот эту. О, прикольно. Примерно так. И ты, получается. Здесь это означает, на сколько секунд может человек посмотреть это видео или фото. Скажем, 10 секунд. Это кнопочка, если хочешь сохранить. Появится saving. Сохраняется. И вот, и получается, ты выставляешь на My Story. My Story — это твои посты, и это ты можешь выставить на My Story только те видео или фото, которые на данный момент ты снял. А так можешь тоже друзьям отправить. Еще один момент, что прикол, если хочешь, например, выставить фотографию и отправить на My Story, у тебя не получится, но ты можешь отправить всем друзьям. Скажем, заходим к фото к моему. Скажем, вот это фото я успела сохранить. Я хочу отправить это моему другу. Открываешь Snapchat и смотри. И опять же, что-то можешь написать. Yes, окей. Написать и отправить так. Но что еще хорошо, ты можешь всех отметить. Если всех отметишь, это уже получается, что ты выставил всем. Так что своему лучшему другу, либо же всем можешь отправить. Но мой story у тебя не появится. И давайте повернем сюда. Это ваши диалоги, либо же видео, точнее, диалог. Если вы кому-то написали, если кто-то вам написал, появится. И обратно листаем. И теперь спускаемся вниз. Тут твой аккаунт. Тут у меня Jumpkin Donuts и мой логин, имя. И тут у меня point 488. Это мои, очки, насколько я активна. Теперь, первое это, где смайлик? Это те люди, которые тебя начали фолловить. Открываем. Получается, все люди, которые тебя фолловят. И ты можешь тоже добавить их. Вот. И если ты хочешь добавить друзей, ты открываешь Add Friends и открываешь Add by Username. Еще в Snapchat есть такой трик, который называется, не знаю как. В общем, можно поставить музыку. Скажем, я сейчас поставлю музыку у себя, которая единственная музыка у меня в iTunes. Это The Worst Jenny Aiko. Она будет звучать. Я включаю свой Snapchat. И я снимаю себя с этой же музыкой. Теперь вырубаю музыку. И мое видео выходит с этой же музыкой. С музыкой. И вообще самое интересное в Снапчате, что можешь следить за селебрити. Что мне нравится следить за Кайли Дженнер. Она очень смешная. Я вам сейчас некоторые покажу видео, которые я нашла в интернете, потому что люди скачали ее в Snapchat, потому что это очень смешно, реально. Не то, что смешно, она интересно делает Snapchat. You got it. You got this. You got this. You got it.
You got this. You got this. Come on. It's working. You got it. You got it. Come on. The whole door just shattered. Come on. Come on. Let's go upstairs. Let's go upstairs. That shit, nigga, you should too if you knew what this game would do to you. Blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Wanted one thing and I just wanted something. Smile at and therefore and hug on. I'd rather have quality than quantity. It's like a mid ab. It's like an ab. It's like pressing my abs. Мне еще нравится Song of Style, мне нравится за ней следить, потому что она крутая. Она постоянно кушает и снимает то, что она кушает, и смешные комменты ставит на свою еду, то, что она такая фат, либо всякое такое. Еще мне нравится, как раз она снимала закрытую вечеринку Chanel, и там пришла вроде... А, нет, это не Chanel, это было Revolve Clothing, Revolve, да, и там Сиара приехала к ним выступать на закрытую вечеринку возле бассейна. Она там выступала и Song of Style снимала и показала нам. И что я наслаждалась, хоть я там не была. Ну что ж, ребята, спасибо огромное, что были со мной. Надеюсь, это было вам интересно и полезно. Не забудьте об этом, конечно же, скомментировать, как вы об этом думаете. И, конечно же, если у вас есть Snapchat, не забудьте меня зафоловить Jumping Donuts. Так что увидимся на следующем видео. Пока-пока!